Эфир продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. ЦИК принял решение снять кандидата в президенты Астамура Оторба с предвыборной кампании в связи с отсутствием кандидатуры вице-президента, что является нарушением статьи 1.8.10 Конституционного закона о выборах президента. Такое решение было принято на заседании членов Центральной избирательной комиссии во вторник, 20 августа. Астамур Оторба не успел зарегистрировать кандидата в вице-президенты в отведенные законом сроки. Таким образом, в выборах президента Абхазии, которые состоятся 25 августа, примут участие 9 кандидатов. До сегодняшнего дня мы откладывали наше заседание только из-за того, что придерживались требованию закона, который гласит, что 5 дней до дня голосования, то есть день голосования не учитывается, когда имеет право предоставить кандидат в президенты новую кандидатуру вице-президенты. На сегодняшнее заседание мы пригласили самого кандидата Оторба для того, чтобы он изложил свою версию происходящего. Конечно, он с нашим решением был не согласен. Он мотивировал это тем, что мы обязаны были его сидеть и ждать после 18 часов. Вчера мы информацию о том, что он намерен это сделать, получили только лишь к 8 вечера. Тогда, когда ЦИК прекратил прием документов. Поэтому в сегодняшнем заседании мы поставили на голосование в присутствии самого кандидата данный вопрос, и вопрос был отклонен. Поэтому, соответственно, было принято решение уже следующим этапом, как аннулирование регистрации кандидатов в президенты. Так как законодательство требует, что на выборах в президенты выдвигается не только президент, а с ним в паре выдвигается и кандидат в вице-президенты. Союз русских и казачьих общественных организаций Абхазии распространил обращение, в котором призвал всех граждан Абхазии в день президентских выборов 25 августа выразить свою ответственную гражданскую позицию голосованием на избирательных участках. Как отмечается в обращении, на протяжении нескольких столетий русские живут и трудятся рядом с народом Абхазии, участвуя в общественно-политической, социально-экономической, культурно-образовательной и иных сферах жизни. Союз русских и казачьих общественных организаций Абхазии выражает уверенность, что избранный президент будет активно привлекать в различных сферах деятельности деловой и творческий потенциал русского населения республики, основываясь на принципах справедливости и закона. Союз русских и казачьих общественных организаций Абхазии выражает готовность сделать все, чтобы Республика Абхазия была благополучной, процветающей страной, признанной мировым сообществом. На Сухумском шоссе в районе села Чагрипш произошло повреждение кромки проезжей части. В связи с этим премьер-министр Валерий Бганба поручил министру финансов Джансуху Нанба, начальнику УКС Игорю Микваби, своему советнику Астамуру Джикерба и генеральному директору РУП Абхазавтодор Борису Ачба приступить к работам по исследованию местности и осуществить ремонтные работы по предупреждению обвала участка дороги на центральной трассе Псоу-Ингур, сообщает пресс-служба Кабинета министров. По предварительным данным, на трассе произошли просадки в результате дождей, вследствие чего и была повреждена линия, отделяющая проезжую часть от обочины. Курсанты, поступившие на учебу в различные высшие военные учебные заведения Российской Федерации, принесли присягу на верность Родине. Среди молодых людей есть и девушки. Подробности в репортаже Али Китрапш. На плацу Министерства обороны Республики Абхазия царит необычное оживление. В этот день курсанты, поступившие в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, а их 60 человек, присягают на верность своему народу и Отечеству. В течение 5 лет абхазские курсанты будут обучаться в военных вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Самары, Вольска, Благовещенска. Вчерашние абитуриенты не только выдержали вступительные испытания, но и успешно прошли курс молодого бойца, изучив основы профессиональной, огневой и физической подготовки. Сегодня личный состав курсантов, успешно сдавших экзамены вступительные, также прошедший курс молодого бойца в стенах учебного центра, принимает присягу.
В течение 5 лет они будут обучаться в высших учебных заведениях Российской Федерации. Я надеюсь, что они с честью и достоинством будут выполнять свой воинский долг и в дальнейшем вернутся и будут служить во благо Вооруженных сил Республики Абхазия. Среди общего числа курсантов, поступивших в Россию, 5 девушек. Они поступили в военные вузы Санкт-Петербурга и Москвы. По специальности юрист, психолог, экономист. Лора Гумба признается, она с детства мечтала получить военное образование. С военным распорядком она знакома не понаслышке. Отец девушки, Адгур Гумба, всю свою жизнь посвятил служению Родине. Меня привлекает военная дисциплина, то, что ставит точные задачи и цели. Также, думаю, важную роль сыграло мое окружение, если быть точнее, то мой отец. Почему именно юридический факультет? Думаю, потому что именно юристы не способны ловко использовать любую информацию, направлять ее в нужное русло. Также еще то, что есть четкие рамки, которые имеют свое понятие в законах. Также я хочу еще рушить тот стереотип, то, что девушки, они никак не могут быть в военном деле, то, что это не для них. И этим я хочу доказать обратное. После принятия присяги состоялся митинг с участием руководства Министерства обороны. Поздравляя студентов, командующий ВВС генерал-майор Адгур Гумба говорил о большой ответственности, которая легла на плечи будущих защитников Отечества. Самое главное, не забывайте, чем это все было достигнуто. Сколько мы людей положили, чтобы вот такие дни сбывались. Усидчивость, дисциплина, любовь к своей родине. Труды своих родителей, своих учителей. Ничего не забывать, и будет все нормально у вас. Еще раз поздравляю вас. Курсантов поздравил и министр обороны Мираб Кишмария. Учеба и служба потребуют от молодых военнослужащих хорошей подготовки, стойкости, выдержки и полной самоотдачи, отметил генерал. Я хочу еще раз поздравить вас, товарищи курсанты, с поступлением в высшее военное учебное заведение Российской Федерации. У нас около 300 человек, которые учатся в Российской Федерации в военных учебных заведениях. Я думаю, что вы, те, которые поступили на этот раз, поведете себя хорошо, закончите, как положено, и вернетесь. После окончания учебы в военных вузах России абхазские курсанты вернутся на родину и пополнят ряды защитников Отечества. Аля Катрабш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сухумский центр магнитно-резонансной томографии отмечает юбилей. Со дня его открытия прошло 5 лет. С появлением центра МРТ жителям Абхазии стали доступны многие исследования, что облегчило работу и местных врачей. Наша съемочная группа была одной из первых, кто поздравил коллектив медучреждения с юбилеем. Репортаж Амелии Бисмарк. Еще 5 лет назад при черепно-мозговой травме для уточнения диагноза пациентам из Абхазии необходимо было выезжать на исследование за пределы республики. Пересечь государственную границу и добраться даже до самого ближайшего к нам российского города Сочи не всегда бывает легко при плохом самочувствии. Ситуация изменилась в 2014 году, когда в Сухуме открылся центр магнитно-резонансной томографии. В августе 2014 года впервые мы перерезали ленточку и начали свою работу. Значит, сегодня в условиях Абхазии функционирует высокопольный аппарат, наш центр. Плюс мы предлагаем ультразвуковую диагностику на современном аппарате экспертного уровня. Плюс мы активно сотрудничаем с центром НИИ эпидемиологии в городе Москва. Отправляем туда анализы. Центр МРТ Абхазии в своей работе использует высокотехнологичное оборудование. Результаты исследований позволяют безошибочно установить диагноз и определить индивидуальную схему лечения для каждого пациента. Оборудование у нас стоит магнитно-резонансный томограф Siemens. Это высокопольная машина, которая осуществляет довольно-таки высокоточную диагностику наших пациентов, которая достаточно, мне, по крайней мере, как практикующему врачу, этих сканов для дальнейших наблюдений и для дальнейшего лечения наших пациентов. Принимают пациентов в центре с 8:30 утра и до 10 часов вечера. Однако специалисты готовы и к нештатным ситуациям. Экстренные больные обслуживаются в любое время суток. Люди обращаются сюда с различными проблемами. Наиболее распространенные из них – диагнозы неврологического характера. Нагрузка постоянная, как вы видите. Людей привозят на скорой помощи. Тем не менее, лечение и диагностика становится намного легче. МРТ берет полностью костные структуры всего организма человека. Благодаря этому становится намного легче диагностика.
На базе центра ведут прием врачи по другим различным направлениям. Например, пациентам доступен весь спектр гинекологических исследований. При помощи современного аппарата УЗИ специалисты проводят беременным женщинам 2, 3 и 4D диагностику. В данном случае на экране у меня изображен ребеночек в животике, да, что очень интересно. Это середина первого-второго триместра, получается переход первого триместра во второй. Поэтому виден он целиком, видно, что отвернулся от нас. Да. Это помощь для врача. Вот. И, к сожалению, без этого мы можем не обойтись. Несмотря на то, что для центра сегодня юбилейный день, работа здесь кипит как обычно. Запись на МРТ-исследование практически заполнена. До 10 часов вечера специалисты примут более 25 человек. Врачи общаются с тобой постоянно, отвлекают даже вот когда делаю уколы в позвоночник. Со мной Александр Александрович общается. Я как-то отвлеченно от этого всего воспринимаю и очень легко все. Могу поздравить от себя с 5-летием. Очень приятно сюда приходить лечиться. Думаю, что скоро встану на ноги благодаря ним. Небольшой дружный коллектив центра старается обеспечить качественное обслуживание. Задумываются здесь и о комфорте пациентов с детьми. Пока взрослые проходят обследование, малышам есть чем себя занять в игровой комнате. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. К вечеру возможен дождь, местами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.